Бисмиллах, альхамдулиллах, вассалату вассаляму аля расулиллах, амма ба'д, ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Продолжим серию наших коротких уроков по принципам, по которым идет человек, с которыми идет человек по пути к Аллаху. Сегодня интересный такой принцип, название его интересное. «Собери мед, не разбивая улей». Собирай мед, не разбивая улей. И автор говорит, у каждого дела, какое бы это дело ни было бы, будь то религиозное, будь то то, что касается дел этого мира, у каждого дела есть дверь. И у каждой двери есть ключ. И человек бывает так, что хочет получить мед, и для этого разбивает улей. И после этого уже этим ульем не воспользоваться и больше не найти в нем меда. И поэтому прежде, говорит, чем приступать к какому-то делу, найди дверь этого дела. То есть надо определить, что является дверью того дела, которое ты хочешь сделать. И потом надо начинать искать ключи к этой двери. А не быть как тот человек, который, пытаясь сделать какое-то дело, будь то это благое дело, будь это то, что принесет ему пользу в этом мире, или принесет пользу в следующем мире, не изучив вопроса, не посоветовавшись, приступает к делу, и после того, как у него не получилось совершить это дело, он отчаивается и оставляет это дело полностью. И говорит то, что это дело невозможно делать в наших современных реалиях. Или же говорит то, что не пришло еще времени, или у меня, говорит, не получается, и так далее. Находят много причин для отказа совершения этих дел. А все причина потому, что, идя по пути, приступая к каким-то делам, он не начал это дело, не зашел в это дело с его двери и не подобрал ключи для этого дела. Примером можно посмотреть, очень много примеров для этого. Например, тахарат является, как сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, ключом намаза, и храм является ключом хаджа. Ключом благочестия является правдивость, ключом рая является единобожие, ключом знаний является хуснус суаль ва хуснус исга, то есть когда человек умеет задавать правильные вопросы и умеет слушать. Ключом победы является терпение, ключом милостей, которые Аллах дарует человеку, является благодарность. Ключом того, чтобы приблизиться к Аллаху, является любовь и поминание Его. Ключом успеха является богобоязненность. Ключом ответа является дуа. Ключом того, чтобы стремиться в своих делах к следующему миру, то есть делать дела во благо следующего мира, является зухд, аскетизм по отношению к этому миру. Ключом имана, веры, является размышление о том, к чему Аллах Тааля призывает размышлять. И так далее. Также есть ключи зла. У грехов есть свои ключи. И бывает, человек, нет у него желания совершить какой-то грех, но постепенно этот грех проникает в его сердце, и он
становится на путь этого греха, так как он зашел через дверь этого греха. Например, ключом зина, прелюбодеяния, является взгляд. Ключом огня, ада, является отворачивание от Аллаха, когда человек отворачивается от того, к чему Аллах Тааля призывает. Ключом лицемерия является ложь. Ключом рия, ключом показухи является спор. Ключом всех бед, всех грехов может стать хамр и так далее. То есть мы поняли, что есть благие дела, есть греховные дела, и есть у них двери. Если человек хочет совершить какое-то благое дело, хочет принести себе пользу, и чтобы это было полезным, в действительности полезным в этом мире и в следующем мире, то человек должен получить знания и зайти в это дело, приступить к этому делу через ее дверь. Также, если человек хочет остерегаться грехов, хочет не впасть в эти грехи, то в этом случае человек должен сторониться дверей этих грехов. Как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, нам указал, когда он начертил с подвижником на земле черточку длинную и сказал: это путь, который ведет к Аллаху. И начертил разные черточки рядом с этим путем и сказал: это пути к греховному, пути, через который можно сойти с этого прямого пути. И в каждом этом маленьком пути есть дверь, через которую призывают войти. И рассмотрим некоторые ключи, которые Аллах Субханаху ва Тааля дал нам. Одной из таких ключей – это ключом того, что Аллах Субханаху ва Тааля будет отвечать тебе, это является дуа. То есть человек, если хочет, чтобы Аллах Субханаху ва Тааля ему ответил, он должен приучить себя делать дуа. Делать дуа так, как научил делать это пророк, саллаллаху алейхи вассалям. «Инна Аллаха ля якбалу дуа мин кальбин гафилин лях». Поистине Аллах не примет мольбу, не примет дуа, если человек это дуа делает небрежно, неосознанно, не вникая в того, что он просит. Нет у него смирения перед Аллахом, когда он это делает дуа. Он не проявляет нужду, не показывает свою нужду в этом Аллаху Субханаху ва Тааля, не показывает свою нужду Аллаху. Также «Юстаджабу ли ахадикум» будет отвечать Аллах Субханаху ва Тааля вам «Ма лям яджаль», если только он не будет спешить. И когда пророка, саллаллаху алейхи вассалям, спросили: а как это спешить? Он ответил: «Да'ауту фалям ара юстаджабу ли». Я делал дуа, но не видел, чтобы мне был бы ответ. Человек иногда не понимает то, как может Аллах Субханаху ва Тааля ответить ему. И это тоже надо знать. Следующим ключ, который мы упомянули, это аскетизм в мире. Если человек хочет добиться блага в следующем мире, то он должен посвятить себя этой цели. И все, что его окружает в этом мире, и этот мир
должно стать средством достижения следующего мира. Только в этом случае он сможет получить благо в следующем мире. И насколько вот эта цель перед ним будет ясной, насколько он будет стремиться к этой цели, насколько он будет правильно использовать этот мир для достижения следующего мира, настолько он получит удел в следующем мире. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Приукрашены людям страсти. Аллах Субхану ва Тааля упоминает тут разные виды страстей, которые украшены людям. Этот мир украшен человеку. Однако Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Залика матауль хаяти дуня». Это то, чем пользуется человек в этом мире. То есть те милости, то, что мы видим вокруг себя. «Вахаляка лякум ма фил арды джами'ан». Он создал все, что есть на земле для вас. Он подчинил вам, то есть сделал полезным для вас солнце, луну, время, день, ночь, корабли, которые плывут по морю. Много чего Аллах Субхану ва Тааля в Коране упоминает со словами «подчинил вам», то есть сделал полезным. Вы можете извлекать пользу для этого, для себя, из этого для себя. Однако это временное то, что дано человеку во временное пользование. Этим не надо обольщаться. Оно исчезнет. То, что в этом мире, оно янфад, Аллах Та'аля говорит, исчезнет, а то, что у Аллаха, оно бак, то есть останется навечно. Поэтому человек перед собой должен поставить не этот мир, а следующий мир. А этот мир должен остаться как только временное пользование для того, чтобы снарядить свой багаж, для того, чтобы продолжить путь в ахират. Валлаху индаху хуснул мааб. У Аллаха, и Аллах Субхану ва Тааля во многих аятах сообщает нам, напоминает нам то, что удел, который у Аллаха, он намного лучше, прекрасней, чем то, что есть в этом мире. Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Яума изи ятазаккаруль инсан». Если человек неправильно выбрал цель в этом мире, он говорит, когда приведут джаханнам в судный день, в этот день яума изин ятазаккаруль инсан ва анна лаху дзикра. Человек начнет размышлять, осознание придет к нему. Но разве это место для осознания, для понимания, для вспоминания? И он скажет: «Я лайтани каддамту ли хаяти». О, если бы я подготовился бы для своей жизни. Смотрите, как он скажет: «О, если бы я подготовился бы для своей жизни». То есть он не посчитает то время, которое он прожил в этом мире, своей жизнью, частью своей жизни. Настоящая жизнь, в котором нет болезней, в котором нет усталости, в котором твое тело, в котором будет тебе даровано тело, совершенное тело, которое способно жить вечно, которое не нуждается в еде, в питье, для которого еда и питье – это только один из способов наслаждения, который не болеет, который не устает, не нуждается во сне. Вот это настоящая жизнь. А тут она такое дефектное, это временное дано, для того, чтобы испытать волю человека. Я лейтани, о, если бы каддамту ли хаяти, я бы подготовился для своей жизни.
сделал бы, использовал бы те возможности, которые Аллах Субханаху ва Тааля дал, для того, чтобы приобрести следующий мир. Также одним из ключей это ключ имана, веры нашей. И его ключ является тафаккур, размышление фи аля илляхи ва махлюкатихи, размышление о тех милостей, которые дал Аллах Субханаху ва Тааля нам, даровал нам, и о его созданиях. То есть смотреть на его создание, смотреть на этот мир, смотреть на те милости, которые Аллах Субханаху ва Тааля дал, и извлекать из этого для себя. На какие-то действия, которые происходят в этом мире, смена дня и ночи, как день начинается, так человек рождается, как ночь, как день заканчивается, так и человек идет к своему закату. Много чего, над чем можно размышлять. Аллах Субханаху ва Тааля в каждой вещи установил знамения для размышления. Человек из всего, что может увидеть, услышать, почувствовать, может извлечь для себя урок. И это станет причиной его веры. И говорит Аллах Та'аля в суре А'раф, 69 аяте: «Вазкуру аля Аллах», вспоминайте, упоминайте милости Аллаха. «Ла'аллакум туфлихун», возможно, вы преуспеете, приобретете успех, придете к успеху. То есть одной из причин успеха в этом мире, в загробном мире и в следующем мире – это размышление над милостями Аллаха, размышление над созданиями Аллаха. «Инна фи халькис самавати валь ард», поистине в создании небес и земли, смены дня и ночи есть знамение для людей размышляющих. Они говорят: «О Аллах, ты не создал это просто так. Субханак, ты пречист от всяких недостатков. Спаси же нас от наказания в огне». Также ключом того, что ты войдешь в рай, является подчинение твоего сердца Аллаху. Аллах сказал Ибрахиму: «Ваид каля лаху раббуху аслим», и сказал его Господь: «Подчинись», и Ибрахим сказал: «Я подчинился». Подчинись в тех приказах, которые Аллах Субханаху ва Тааля тебе дал. Подчинись в тех запретах, которые Аллах Субханаху ва Тааля запретил. И это станет причиной того, что и сердце твое подчинится Аллаху, и это станет причиной того, что ты зайдешь в рай. А если человек не подчиняется, если человек не желает отворачиваться от Аллаха, если его сердце довольно тем, что есть в этом мире, не стремится к раю, не стремится к тем обещаниям, которые Аллах Субхану Тааля давал, то это является большой потерей. «Инна лазина ля ярджуна ликаана», те, которые не надеются
навстречу с нами. Вараду биль хаяти дунья, и довольны этой миром. Нет у них других целей, помимо этого мира. Ватмаанну биха, и сердце успокоилось их на этом. Нет у них желания. Валлазин хуман аятина гафилюн, и те, которые небрежны, беспечны по отношению к нашим знамениям, уляйка маахуманнар, их не обитель будет огонь, мимо океану яксибун, по причине тех действий, которые они сделают. Так как такой человек уже не будет стремиться выполнять приказы Аллаха, нет у него полностью подчинения Аллаху субханаху ва тааля. И это станет причиной того, что он станет лишенным рая. Может стать причиной того, что он станет лишенным рая. Есть ключи того, чтобы твое сердце было живым. Одно из них — оставление грехов. وَتَرْكُ الذُّنُوبِ حَيَاةُ الْقُلُوبِ وَخَيْرُ لِنَفْسِكَ عِصْيَانُهَا. И поистине жизнь сердца в оставлении грехов, потому что грехи душат сердце, убивают сердце. Поэтому, если человек оставляет их, то в этом случае Аллах субханаху ва тааля делает его живой, и ответьте Аллаху и его посланнику, когда они вас призывают к тому, что вас оживит, как приходит это в аяте, оживит ваши сердца, сделает их живыми. Также ключом того, что сердце твое будет живым, это размышление над Кораном. Китабун анзальнаху илейка мубарак. Книга, которую мы ниспослали тебе, она благословенна, в ней очень много пользы. Лияддаббару аятих, для того, чтобы размышлять над ним. Чем больше человек размышляет, тем больше получает пользы, тем больше становится живым его сердце. И бывает, что мы читаем Коран, и переводы читаем, тафсиры читаем, вроде бы понимаем смысл, но происходит какой-то жизненный случай, или мы услышим какое-то наставление, или заново возвращаемся к этому аяту, и бывает, что мы начинаем понимать его вообще по-другому. Открываем для себя новые горизонты, открываем для себя новые пользы из этих аятов. Инна фи залика ла зикра, в этом есть напоминание, лиман кана лаху кальбун, для того, у кого есть сердце, и тот, кто умеет слушать. Также ключом того, что твое сердце будет живым, это обращение к Аллаху во время сухура. «Вабилясхарихум ястагфирун», и во время сухура они делают дуа, потому что это время, когда ты один, наедине с Аллахом субханаху ва тааля. Многие люди спят, многие люди небрежны в это время. Ты остаешься в конце ночи и обращаешься к своему Создателю, восхваляешь Его, поминаешь Его и обращаешься к Нему, и Он отвечает на твои мольбы. Поэтому давайте придерживаться этого правила. Собирай мед, но не разбивай улья. То есть у каждого дела есть своя дверь. И давайте, прежде чем приступать к каким-то действиям, каким-то делам, искать двери к этим делам и потом заниматься поиском ключами. Если не можешь сам, найди товарища, найди учителя, наставника, который тебе поможет в этом пути. Субханак Аллахумма бихамдик, ашхаду ан ла иляха илля анта, астагфирука.